Персональная выставка Людмилы Тартыевой – это вот впервые в Якутске. Она выставлялась в других городах, в центральной России, за рубежом. Ее работы есть в коллекциях музеев. А в Якутске мало кто знал о том, что есть художник с таким потрясающим концептуальным видением, с великолепной графикой. Исследование ее творчества, ее жизни. Мы проговаривали это с авторами идеи, ее дочерьми, которые уже давно хотели как-то сделать так, чтобы у их мамы была выставка персональная. А ее дочери, они сами художницы, очень интересные, яркие художницы, с самого детства причем. И они четко очень осознавали, какое ощущение, какую атмосферу должна создавать выставка. Потому что они так чувствуют свою маму, то влияние, которое она оказала, безусловно, на становление их, и как личности, и как художников. Наша семья изначально уже такая творческая была. Мы когда стали жить со своим мужем, он был художник, Василий Николаевич Кудрин. И наша встреча состоялась благодаря тому, что я видела его работы, и мне захотелось с ним познакомиться. И вот таким образом состоялся наш союз. Потом уже наши дети с детства жили в обстановке очень большой творческой семьи. Поэтому, когда стал выбор, кем они будут, конечно, у нас не было ничего другого, как они были связаны только с искусством. Вижу мир совсем по-другому. Сейчас он представляется мне каким-то более в каком-то определенном виде. Вот черный — это не значит, что он какой-то такой тусклый, мрачный. Мне кажется, темный, черный он как-то, наоборот, выделяет на фоне всего то, что я хочу показать. Эта картина про мою сестру Ксюшу. Ксюшина фантазия она называется. Как-то я посмотрела на Ксюшу, и Ксюша сидела и думала, мечтала. Я как бы заглянула в ее душу и посмотрела, о чем она мечтает. А она мечтала, придумывала свою сказку, которую она, может быть, уже рассказала. Это сказка про кентавра, про девушку, которая ехала на олене, про птиц, про быков, про всяких своих. И вот все ее мысли встретились на этом рисунке. Еще одна картина, которую я тоже посвятила Ксюше, это как Ксюша играет в кукол. Она играла, у нее много всяких самодельных кукол, которые она сама сделала, и она ими играла, и на этом рисунке она играет ими, постепенно беря то одну, то другую куклу и делая как бы театр. Очень мне нравится их разглядывать, смотреть. Перед тем, как она нарисует, я смотрю, как она рисует. Я вижу, что она изменилась совсем, потому что тогда она более обширно рисовала. А сейчас она все до мелочей рисует. Я люблю смотреть ее работы. Мы с Ксюшей все-таки чем-то похожи стали. Немного. Я не думаю так, как Ксюша, что у нас все разное. У нас бывает такое, что темы у нас бывают одинаковые даже, но мы рисуем их совершенно по-разному. Я рисую и сочиняю сразу сказку. В моем птичьем мире люди никогда не ссорятся и любят друг друга.
потому что они все время ходят с птицами и летают с птицами. Они не умеют летать, но птицы их все время носят на себе. И там нет никогда войны, и люди там никогда не ссорятся. Я рисую, мне кажется, для себя, и мне это моя жизнь, это. И я очень счастлива, что я одарена этим талантом. Творчество — это радость. Но когда ты не можешь что-то сделать, это муки переживаний, честное слово. Дети с детства, они, например, Надя рисовала уже с 2 лет, у них очень большая фантазия была. И вот мы в 1994 году открывали вот галерею картинную детскую в Якутске, и они представили там 100 работ. Они работали тоже на тему сказок, тоже вот связано со своим вот прошлым. Они являлись стипендиатами фонда Баргары. Мне кажется, самое главное – это движение и преодоление себя. Вот, когда я переехала в Москву, я, по сути, перешла на другую сторону. Я начала работать дизайнером, начала освоивать новые программы для себя, дизайнерские. Пошла учиться в британку. И для меня это тоже был… Я очень яростно кинулась в работу. Когда я начинаю работу, в основе лежит идея. Но в ходе работы она трансформируется и рождается что-то новое, новая форма. Суть, конечно, остается прежней. Мои работы – это новый язык, это интерпретация традиций этноса, мои якутские корни. Мне нравится работать со стеклом. Это очень многогранный материал. Он может быть и плоским, может быть объемным, бесцветным, ярким. Стекло чувствует меня. Если рука уверенная, твердая, оно становится как будто мягким и податливым. Резать стекло – это как рисовать на бумаге. Еще есть одна особенность у стекла, которая мне очень нравится. Стекло всегда получается лучше, чем на эскизе. Оно всегда превосходит мои ожидания. Ксюша очень интересный сейчас, яркий, самобытный, автор концептуальный, живет во Франции. Надя, она очень много работает над продвижением художников. Она арт-менеджер и человек, который уже очень много сделал в плане работы с художниками на международном уровне. Сейчас она делает очень большие проекты за рубежом. И вот что важно для якутского искусства, это то, что Надя стала инициатором создания первого фонда
поддержки современного искусства «Иркут». В 2021 году это нас всех очень воодушевило. Это такой был прям всплеск, и всех взбудоражило очень. Совместно с Синец-Парк, с Арсеном Томским. И это безусловный вклад в развитие якутского искусства. И несмотря на то, что сейчас пока действие фонда немного приостановилось, но это уже огромный импульс дало для всех авторов. Все говорят об этом. И в этом плане, конечно, заряженность искусством, что у старшей сестры, у Нади, что у младшей Ксюши, это, конечно, я так думаю, что это от родителей, потому что это концентрированное именно содержание искусства, приверженности к идеям искусства. А в семье Кудриных это аксиома, в которой они росли, это тот контекст, в котором они росли. Как основатель я акцентирую внимание на разнообразии искусства. Мне интересно и экспериментальные художники, которые первый раз делают выставку, и галереи с опытом более 30 лет с художниками музейного уровня. Никогда не говори никогда. Я думаю, что любой проект может получить возможность когда-нибудь выставиться в Кубе. Людмила, ее семья решили делать выставку именно у нас. Это, я считаю, большой удачей. То, что можно сказать, открыть для себя нового автора. Очень интересная, характерная, отличительная черта такая Людмилы. А Тартыева — это бесконечный процесс рисования, постоянный. То есть она всегда в процессе, я так чувствую. И дочери всегда подчеркивали, что мама, она всегда рисовала и всегда рисует. То есть это для нее как дышать. И вот этот момент мы тоже хотим подчеркнуть. То есть, во-первых, очень много графики представлено. А Ксюша, ее дочь, говорила о том, что я запомнила, и Надя тоже об этом говорила, эти подчеркушки, что мама всегда рисовала, всегда. Во время ужина, за работой, когда делали уроки или там какое-то общение в семье, она всегда рисовала что-то. И я попросила автора привести с собой некоторые такие работы, которые иллюстрируют этот процесс. Не готовые произведения, а эскизы, поиски, наброски. И планирую включить ее в экспозицию, вот эту часть ее работы, которая скрыта чаще всего от глаз зрителя. И она, конечно, фундаментальное значение имеет. Ну и потом, чтобы подчеркнуть именно преемственность, семейность очень этой выставки, также я обратилась к дочерям для того, чтобы можно было кадры из семейных моментов, из семейного архива показать. Они выстроятся в такую определенную линию. Надя когда-то мне сказала, это еще в 2015 году, она сказала о том, что я помню, как я просыпаюсь утром
И первое, что я вижу, это карандаши. Свеженаточенные карандаши на столе, который подготовил папа. Каждый день по-новому заточенные карандаши. И вот этот образ, он действительно стал таким ключевым, одним из ключевых образов для выставки. Вот, то есть традиционная какая-то семейная ценность — это искусство. Вот именно в этом случае, в случае этой семьи. И Людмила, несмотря на то, что это персональная выставка, не выставка семья, а персональная выставка, но в ней видно и чувствуется, насколько вот это, как некий код, как некая такая сверхтема, включена как бы семейная тематика. Во множестве рисунков и образов, которые кажутся иллюстрациями к сказкам или Алан Хо, мы можем увидеть образы ее детей, дочерей в детстве и внучек, внука. Дочери говорили о том, что им важно показать в выставке связь между поколениями их семьи, связь между их жизнью и жизнью родителей. Выставка родилась из 3 серий. Это первая серия «Бисер на снегу», вторая – это «Звуки Алан Хо», и третья – это «Знаки». Скорее всего, эти работы имеют такую основу, которые лежат в прошлом, в воспоминаниях детства, связанные с моими очень близкими, с дедушкой, с бабушкой. Бабушкой, которая всегда рассказывала какие-то очень фантастичные легенды, мифы якутские. Потом уже сама читая вот эти сказки якутские своим внукам, детям, из этого вот рождались, скорее всего, вот эти работы. Работы «Бисер на снегу». Они все имеют основу вот этот вот мифические легенды Якутии, мифы, сказки. Они там в этих работах и прослеживаются. Мне захотелось Алан Хо выложить в звуках, в движении линий, в точках, в цвете, в сочетании цветов. И поэтому эта серия, она такая очень динамичная, потому что звук, музыка прослеживаются в этих работах. У меня дедушка по материнской линии пел на якутских праздниках тоюк. И я думаю, что там тоже заложена вот эта основа вот этих работ Алан Хо. Знаки – это работы, которые выполнены просто линиями. Мне хотелось сначала создать такую серию
знаков зодиака. Графика Людмилы Тартыевой, она настолько самобытна и настолько цельная вот именно по восприятию, именно в том объеме, который я увидела. Это около 100 работ. Очень сложно было делать отбор. Мы сократили количество до 80. Выставка, она получилась именно вот отражающей какое-то вот внутреннее спокойствие этого человека. Она совершенно очаровывает тем, что она спокойная, она какая-то очень наполненная, очень глубокая. И вот сама концепция, связанная с образом воды, течения, она как-то удачно совпала с тем, что заложено в работах художника. Я считаю большой удачей.